Накануне страна традиционно отметила День защитника Отечества. Для некоторых праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как годовщину Победы или день рождения Красной Армии, сколько как День настоящих мужчин-защитников в самом широком смысле этого слова. В день праздника по республике прошел ряд мероприятий и событий. Сюжет Саргаланы Захаровой. 23 февраля – День защитника Отечества. В этот день вспоминают всех, кто защищает и защищал Родину. Многие якутяне помнят трагедию на озере Ильмень во время Великой Отечественной войны. Якутские стрелки, воины 3-й, 19-й и 40-й отдельных лыжных бригад в составе 12-го гвардейского стрелкового корпуса, сформированных в основном из жителей Якутии, в период с 23 по 25 февраля 1943 года проводили наступательную операцию на всем фронте для разгрома старорусской группировки противника и выхода в направлении на Шимск. Огромное количество якутских солдат полегло в том бою на озере Ильмень. В День защитника Отечества горожане отдали дань памяти и подвигу якутских солдат. Это день, когда мы должны помнить и не только помнить, но и передавать идеалы патриотизма, мужества, любви к своей родине от старшего поколения к нашей молодежи. К годовщине битвы на озере Ильмень и на церемонию возложения цветов памятнику журавли над Ильменем прибыл в Якутск лыжник, энтузиаст, ветеран спорта РСФСР Семен Шамаев. Уже 4-й год он проводит пешелыжную экспедицию из Байкала и по всем районам республики в память о якутских солдатах-лыжниках. Я иду уже 2 месяца и на это после отдыха на этот памяти ровно к дню 9 мая должен дойти до поселка городского типа Тикси. Также поздравили ветеранов Второй мировой войны, Великой Отечественной, участников боевых действий в Афганистане и Чечне. На торжественном собрании, состоявшемся в Русском академическом театре, вспомнили не только тех, кто рядом с нами, но и тех, кто пал на поле боя, защищая Родину. Надо вспомнить тех ветеранов боевых действий, ветеранов войны в Афганистане, в Чечне и других локальных конфликтов, которые также отдавали свою жизнь за свое Отечество, выполняя приказ своего командования, за свою, как говорится, Родину воюя. На торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества глава республики Егор Борисов вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые памятные медали к 70-летию Победы. Я хочу поблагодарить прежде всего ветеранов войны и тыла за беспримерный подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. Хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, которые с честью выполнили свой воинский долг в горячих точках. В 1942 году, в августе, я уходил на фронт и 3 года отвоевал, был ранен, пришел с победой. В День защитника Отечества поздравляли не только ветеранов, но и сотрудников полиции, которые изо дня в день охраняют мир и покой жителей республики. Одним из красочных мероприятий стал финальный этап конкурса «Краса полиции Якутии». По итогам нескольких дней соревнований и 4 туров последнего этапа конкурса жюри назвало «Мисс Краса полиции». Ею стала начальник отделения психологической работы Управления по работе с личным составом МВД России по республике Светлана Наумова. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.